Уважаемые коллеги, участники сегодняшнего расширенного заседания двух комиссий Общественной палаты, комиссии по Арктике и по строительству транспортным комплексам и жилищно-коммунальных хозяйств. Сегодня, можно сказать, особый день в истории, мировой истории. Президент нашей страны Путин Владимир Владимирович сегодня выступает с очередным обращением Совета Федерации, но наиболее, важное послание ожидается для судьбы всего мира, для дальнейшего мирового порядка. Однако жизнь продолжается, и поэтому сегодня мы собрались для обсуждения не столько сегодняшнего состояния, но главные перспективы поиска возможных путей улучшения развития отраслей транспортного комплекса республики через призму Арктики и, может быть, через то реальное состояние, которое было совсем недавно, лет 30 назад. Излишне всем вам напомнить о том, что транспортная доступность – это, пожалуй, самый необходимый, сильный рычаг, механизм для развития в любом обществе. Многое делается сегодня для улучшения жизни северян у нас в республике. По решению доступности отдаленных населенных пунктов. Мы все знаем, что события последнего времени, в том числе в этом году и, в 2022 и, в этом году воочию говорится о том, что руководство страны, республики стали уделять первостепенное внимание развитию инфраструктуры Арктики, установлению наземной связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, тоже в том числе и развитие связи через Североморской путь. На днях, наверное, многие из вас слышали информацию председателя правительства Мишустина о том, что огромные деньги, средства финансовые выделяются для развития транспортного комплекса, в первую очередь автомобильных дорог. Примерно 250 миллиона рублей в этом году выделяется для установления автомобильной наземной связи с Востоком. И охватывает, естественно, и наши регионы северные. Поэтому не помешало бы нам и республике, которую сегодня представляет генеральный директора комплекса, определиться, как нам действовать в этой благоприятной обстановке, ситуации для нас, для дальневосточных субъектов. Кроме этого, в какой-то степени детонатором проведения сегодняшнего заседания послужили обращения двух уважаемых людей в республике. Это обращение в адрес главы республики и письмо Афанасия Максимова и Аркадия Клепичина, который сегодня у нас здесь с нами присутствует. Эти товарищи, они, по одному направлению транспортного комплекса свои предложения внесли. Это по развитию малой авиации. Это не столько критика, а добрые пожелания по дальнейшему развитию малой авиации в республике. На заседании приглашены основные лица, имеющие возможность принимать практические меры по этому вопросу, кроме руководства железнодорожного транспорта. Между прочим, почему мы их не пригласили? Это как раз по перспективе, по северному вопросу уже идет увязка всех видов транспорта. Поэтому их надо было бы послушать, какие у них планы в будущем, в целом, по
не столько по республике, не столько в Арктике, в целом по России. Поэтому призываюсь к открытому деловому разговору всех вас, чтобы общество ознакомилось. В обществе не все вопросы, значит, озвучиваются, не все детали доходят до каждого члена нашего общества, несмотря на то, что сегодня полным ходом идет отчетная кампания и администрации, значит, улусов, и правительства в целом по республике. И, значит, все-таки не столько вот сегодняшнее состояние, а лучше было бы на основе сегодняшнего состояния, какие меры мы принимаем, какие меры намечаем по улучшению транспортной доступности в целом по нашей республике. Рекомендации по поступившим сегодня предложениям будут сформированы соответствующим образом и будут направлены соответствующим адресатам вплоть до органов, значит, власти республики и Российской Федерации. Вот с такими словами сейчас позвольте предоставить слово для проведения заседания председателя комиссии по Арктике и по делам коренных малочисленных народов Севера, члену общественного совета, может быть, я неправильно сформулирую, значит, Российской Федерации по Арктике Августе Дмитриевне Марфусаловой. Пожалуйста. Добрый день, товарищи. Ну, во-первых, Иван Иванович четко подчеркнул, что у нас инициаторами как бы этого запланированного разговора стали два общественных деятеля. Это и оба представляющие собой малую авиацию. Это вот Афанасий Николаевич Максимов и Клепичин Аркадий Эдуардович. Они затронули, в принципе, вопросы только малой авиации и с очень четкими своими предложениями. Но мы тут посовещались, и Александр Андреевич Кугаевский, как член Общественного совета Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, он подсказал, что нам надо бы рассмотреть это в комплексе, потому что одно без другого быть не может. То есть особенно для сельских районов, для арктических районов, надо рассматривать в комплексе. Вот с этой позиции, значит, мы вот проводим сегодняшнее заседание. И разрешите, значит, мы попросили выступить со своим видением о дальнейших возможностях развития транспортной инфраструктуры министра транспорта Республики Саха-Якутия Сивсара Владимира Михайловича. Пожалуйста, здесь же, да, подключен? Да, добрый день. Ну, минут 15 ему. Добрый день. Меня слышно, да? Видно? Добрый. Да, видно вас. Да, уважаемый Иван Иванович, уважаемая Августа Дмитриевна, уважаемые члены Общественной палаты, коллеги, приглашенные. Абсолютно верно замечено. Мы сегодня в целом, как и экономика, так и главный вектор ее, так скажем, главный инструмент ее развития, я считаю, транспортный комплекс сегодня функционирует в жесточайших условиях санкционного давления, в некой турбулентности, наверное, даже можно сказать, функционирования мировой, отечественной экономики. Но, тем не менее, несмотря на эти ограничения, у нас в целом и прошлый год, да и за последний период есть серьезная динамика по разным отраслям. И здесь, наверное, стоит отметить, что это благодаря, значит, особому вниманию руководства республики, неравнодушному отношению общественности, ветеранов, всех причастных к развитию транспортного комплекса. Разрешите вкратце немножко рассказать по направлениям,
Здесь действительно не буду останавливаться на железнодорожном транспорте. Там сегодня с учетом ввода станции Нижний Бестях и открытия пассажирского сообщения, там, соответственно, в 1,5 раза выросли грузоперевозки, в 2,5 раза выросли пассажирские перевозки, и объемы перевозок только растут. Здесь ограничивается только развитием, сегодня перевозки ограничиваются только наличием дефицита провозных мощностей ввиду реконструкции восточного полигона, расширения его возможностей, провозных способностей. А так, по железнодорожному транспорту, действительно, мы в прошлом году проводили большую конференцию, есть определенные научная работа Института экономики и развития транспорта по дальнейшему строительству железной дороги до Магадана. Она пройдет, трассировка рассматривается вдоль федеральной трассы Колыма, через Татинский, Тампонский районы, далее через Амиконский, по старой Амиконской трассе, Колымской трассе, на Магадан. Вот. В целом, хотел бы начать с дорог. С 2018 года, благодаря национальному проекту, благодаря поддержке из федерального бюджета, сегодня надо сказать, что объем федеральных средств с 2020 года вырос в 4 раза. Мы уже порядка 4,5 миллиардов рублей ежегодно привлекаем. И это, конечно, создает возможности и обратить внимание на, в том числе, и арктические дороги. В целом отремонтировано с 2018 года 1896 километров дорог, из них 871 километр федеральных дорог, 672 километра региональных дорог и 352 километра дорог местного значения, из них 140 километров в городе Якутске. В целом, по итогам 2022 года обеспечен ввод 581 километра. Большое внимание уделяется муниципальным дорогам. С 2020 года объемы субсидирования местных дорог выросли практически до миллиарда рублей. В прошлом году мы распределили 958 миллионов на эти цели 18 муниципальным дорогам и в прошлом году ввели 126 километров автодорог местного значения, это в 4 раза больше показателей 2021 года. Отдельное внимание уделяется, и для себя ставлю тоже такую персональную задачу, это обеспечение круглогодичного наземного сообщения. И с 2018 года отремонтировано и реконструировано 47 мостовых переходов, в том числе 11 мостовых переходов в арктических районах, 24 на республиканских дорогах и 12 мостов на муниципальных дорогах. И мы дальше продолжим эту работу. Сегодня реконструируются 4 крупных моста, в том числе по автомобильной дороге Яна, через реку Минкюле, Тампорук, и Улах, и Куранах будут построены. Вообще, в целом, хотелось бы отметить, что дорога Яна до Тополиного будет круглогодичной и приведена в нормативное состояние уже в следующем году. Дальше продолжим эту работу. Мы закупаем, в этом году планируем массово разместить заказ на быстровозводимые средние автомобильные разборные мосты. Также будем, обеспечивать круглогодичное сообщение по автомобильным дорогам. Если говорить про территорию арктических улусов, то 16,7 тысяч километров автомобильных дорог, из них 15 тысяч – это автозимники. Здесь у нас обслуживанием и содержанием автозимников в северных и арктических районах занимается казенное предприятие «Дороги Арктики». На долю этого предприятия приходится порядка 62% общей протяженности автозимников региона, более 8,5 тысяч автомобильных дорог. С 2020 года мы проводим планомерную работу по принятию муниципальных автозимников в республиканскую собственность и уже приросли на
351 километр. И, значит, это в Валаиховском улусе 850 километров и 27 километров в Верхнеколымском улусе. И в этом году мы еще 230 километров планируем в Среднеколымском и также в Верхнеколымском районе принять республиканскую собственность. Наращиваем материально-техническую базу, технику закупаем, соответственно, получаем, в принципе, положительные отзывы по содержанию и обслуживанию этих автозимников. 9 дорожных и 1 прорабский участок, значит, открыты в Абыйском, Алаиховском, Верхоянском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Устьянском и Вено-Бытантайском улусах республики. Значит, кроме того, на автозимниках, значит, работают пункты обогрева. В прошлом году на дороге Индигир обустроены 3 пункта обогрева. В этом году еще планируем еще 5 пунктов обогрева обустроить и установить на автомобильной дороге Арктика, в автомобильной дороге Верхояне и автодорога Яна. Очень проблемным вопросом был вопрос проведения технического осмотра в арктических районах. К сожалению, бизнес ввиду малого количества техники и нерентабельности, значит, проведения этих работ не открывал пункты станции технического осмотра в Арктике. В этой связи, с учетом изменений законодательства федерального, когда нужно иметь соответствующие помещения, интернет-связь, современные диагностические линии, эту функцию взяло на себя государство, и сегодня казенное предприятие «Дороги Арктики», в том числе для детских автобусов, для автомобилей, перевозящих опасные грузы, которые работают на северном заводе, сегодня осуществляет, соответственно, диагностику, технический осмотр. Сегодня уже у нас, в прошлом году купили 4-ю передвижную диагностическую линию, и с этого года расширяемся на территорию еще и Анабарского и Оленевского района. Значит, кроме того, по дорогам, арктическим дорогам, мы рассматриваем всерьез обустройство зимников продленного действия. В перспективе это дороги могут стать и круглогодичного действия. В рамках развития промышленности, Кючуйского кластера полезных ископаемых, Тампонско-Верхоянский, там полиметалл, где работает. Сегодня там строятся зимники продленного действия, и мы планируем также, значит, постепенно, поэтапно, значит, изучая новые трассировки, соответственно, планируем строить зимники продленного действия с перспективой до круглогодичного, в том числе путем, значит, налаживания мостовых переходов. Если говорить по авиации, то, значит, в последнее время в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры у нас активно идет реконструкция аэропортовых комплексов. Из них, значит, в целом по республике всего 15 аэропортовых комплексов, и в прошлом году завершена реконструкция 4 аэропортов. Это Белая гора, Депутатский, Сангар и Хандыга. Здесь мы ставим вопросы, безусловно, на продолжение реконструкции аэропортов, особенно в арктической зоне. Значит, обязательной реконструкции требует аэропорт Зырянки, который ежегодно затапливается. И с учетом развития промышленности аэропорт Усть-Куйги, эти вопросы постановочные были, значит, поставлены перед Советом Федерации, нашли отражение в постановлении Совета Федерации. К слову сказать, возвращаясь назад, вопросы проведения техосмотра и закрепления вообще в целом понятия автозимник или дороги сезонного действия
также были поставлены перед Советом Федерации и, соответственно, даны комитетами Совета Федерации даны определенные рекомендации в адрес федеральных органов исполнительной власти в целях закрепления этих понятий. По аэропортам здесь хотелось бы сказать, что продолжается работа в этом году в Исмере, в Полярном, в Алекминске, в Нерюнгри, в Якутске и в Черском. Это вот объекты, которые должны быть завершены в этом году. По развитию сети посадочных площадок в труднодоступных населенных пунктах хотелось бы отметить, что в арктической зоне, значит, из 95 труднодоступных населенных пунктах авиационные площадки имеются только в 50, и, к сожалению, с возможностью приема воздушных судов типа Ан-2 только в 33 населенных пунктах, это менее половины. При этом зачастую техническое состояние и оснащение авиаплощадок не соответствует действующим федеральным авиационным правилам. В прошлом году было возобновлено субсидирование авиаплощадок. Мы в 23 муниципальных образованиях оказали господдержку на ремонт 6 авиаплощадок и приобретение 23 комплексов светосигнального оборудования, в том числе в 4 арктических улусах, это Верхоянский, Амиконский, Булунский и Жиганский районы. Значит, кроме того, с прошлого года, как вы знаете, работает и хорошо себя зарекомендовала программа арктических субсидий на межулусных перевозках от райцентра до города Якутска. Сегодня субсидированными билетами могут воспользоваться почти половина населения, значит, арктической зоны без возрастных ограничений и социального статуса, имеющим прописку именно для жителей, не командированных, там, не охотников, не рыбаков, а именно вот не вахтовиков, а именно тех, кто непосредственно прописан и живет в арктической зоне. Субсидируется до 60% этого тарифа, и сегодня практически там в половину снижена стоимость этих билетов. И эта программа действует на протяжении всего года. По внутриулусным авиаперевозкам сегодня также по заявкам районных администраций такая программа действует. Там субсидируется порядка 70%, 157 маршрутов, 23 района. Рейсы выполняются судами Ан-2, Ан-3, Л-410 и Ми-8. Здесь есть определенные, значит, в течение года перераспределения, где-то востребовано, где-то не востребовано. Все зависит от сезонности и, соответственно, спроса на эти авиаперевозки. Но эта программа будет продолжена, мы ее будем расширять и, соответственно, совершенствовать эту программу. Хотелось бы отдельно сказать про развитие парка воздушных судов. Здесь, к сожалению, вот отечественных самолетов пока, значит, для замены Ан-24 и Ан-2, к сожалению, серийный выпуск еще не налажен. Мы ждем Байкал ЛМС-901 только начиная с 2025 года. В этой связи нами, значит, регулярно вносится предложение в правительство для оказания государственной поддержки в виде субсидирования закупки отечественных самолетов типа Ан-2. Пока у нас есть определенное соглашение с ДОСААФом, с Московским авиационно-ремонтным заводом, но пока в условиях ограниченности бюджетных средств, к сожалению, пока наши предложения не имеют поддержки, но мы эту работу продолжим, будем ставить эту задачу. И сегодня в части малой авиации у нас серьезные подвижки в части соблюдения авиационных правил и требований авиационной безопасности. У нас есть 2 представителя, это «Лидер» и «Восход». Значит, готовится к получению сертификата на авиационные работы 3-й компании, это «Тундра».
но, к сожалению, по восходу есть определенные там нарушения. Будем следить, мониторить за ситуацией, но предыдущие два уже представителя малой авиации уже выполняют государственные работы в части санавиации и доставки продуктов по линии Якутовторга. В части речного транспорта здесь хотелось бы сказать, что с 2018 года... Владимир Михайлович, я извиняюсь. Заканчивайте, спасибо. Минуту можно, пожалуйста? Значит, увеличено в 2 раза субсидирование социально значимых речных перевозок. Значит, здесь на 35% увеличено количество пассажиров, которые пользуются субсидированными речными перевозками. Впервые за много лет, за 30 лет обновлен пассажирские пассажирские скоростные суда. Вы знаете, значит, закуплены 2 Валдая по программе льготного лизинга. Подписан Метеор, мы его ждем в этом году. И, соответственно, придет также нам в Ленский бассейн новый, значит, дополнительное судно, теплоход Ломоносов, который будет у нас взамен механика Кулибина, в том числе ходить и как круизный, так и на Тикси, до Ниелова будет осуществлять пассажирские перевозки. Ну и в целом хотелось бы, завершая, сказать, что и по автомобильному транспорту мы провели серьезное обновление автобусного парка города Якутска, на четверть обновили его, 100 автобусов к столетию реализовали проект. И дальше продолжаем сейчас по республике. Будем совместно с госкорпорацией ВЭБ порядка 129 автобусов уже не только для города Якутска, а для всей республики будем запускать программу также лизинга для наших районов. Спасибо, на меня все. Михайлович, так, товарищи, это у нас основной выступающий был, поэтому есть у вас вопросы, поскольку Владимир Михайлович сейчас торопится на следующее заседание. Вопросы есть? Да, Августа Дмитриевна, да, действительно, я бы хотел попросить к 12 часам отключиться. Вместо меня будет мой заместитель Ольга Николаевна Рафаилова. У меня просто совещание у Андрея Владимировича. Вот вопросы. Здравствуйте. Онлайн можно вопрос задать? Да, конечно, Иван Иванович. Член Общественной палаты, спасибо за интересный доклад. У меня вопрос очень конкретный по поводу, вы сказали, что федеральные автомобильные дороги оснащены или будут оснащены такими помещениями теплыми, чтобы зимой можно делать ремонт, для безопасности и так далее. Можете подробнее сказать? Это не федеральные, это региональные наши дороги. На Зимниках мы в этом году 5 пунктов обогрева, значит, поставим на дорогах Верхояне, Арктика и Яна. Конкретное местоположение мы еще вот весной еще проговорим до закрытия Зимников. Мы, где именно их необходимо установить, мы еще посоветуемся. Если у вас есть предложение, направляйте в наш адрес. Да, есть. Я хотел узнать у вас, вы, наверное, в курсе гаражей Института мирозаведения, там разработчик Кузьмин Георгий Петрович, который обогревается за счет теплоты фазового перехода воды. То есть там им не нужно никаких энергоносителей, ничего, нужна просто вода. И вот этот интересный проект как раз был бы для отдаленных, где нет населенных пунктов и так далее. Нужна только либо речка горная, либо какой-нибудь резервуар в виде водоема. И там действительно это помещение, вот уже эксперименты 3 года прошли, и хотят ее внедрить как теплый каток, как там в районных центрах, значит, ангары для школьников, чтобы они в зимний период могли там примерно где-то -2, -5 градусов. Только за счет температуры воды. И он полностью сам себя, как бы, летом там прохладно, зимой там тепло. То есть, в принципе, по объемам можно сделать так и для крупной техники. То есть вы... Направьте, пожалуйста, ваше предложение нам и копию в дороге Арктики. Ну хорошо, мы направим. Спасибо. Михайлович, вот вы собираетесь на следующее заседание. У меня такой вопрос. Вот последние годы ввод объектов по дорогам, что ремонт, что капитальный ремонт, что новое строительство, почему-то стали отчитываться одной цифрой. В наше время как-то отделяли, капитальный ремонт столько,
реконструкция столько, значит, и отдельное новое строительство столько. Это имеет очень серьезное значение, поскольку тут как бы одной большой цифрой ошарашиваем людей, и первое. И второе, как бы исполнителей мы не озадачиваем по конкретным видам, значит, вот исполнения работ. Как вы считаете, стоит возвращаться к старым, значит, вот классификациям или нет? Ну, спасибо за вопрос, Иван Иванович. В целом, как бы по ситуации скажу, что ввиду ограниченности средств дорожного фонда, да, действительно, больше удельный вес на сегодняшний день идет по ремонту, ну, либо капитальному ремонту. Реконструкция и строительство, там меньшая протяженность. Вместе с тем мы руководствуемся сейчас метод-указаниями национального проекта «Безопасные качественные дороги». Там есть такое понятие, как в нормативном состоянии. То есть если мы доводим его до норматива, то неважно, ремонтом это было или реконструировано это было. Поэтому, вот, ну, так скажем, универсально в одной цифре, как говорится, как вы говорите, ошарашивая, говорим, что приведено в норматив 500 километров. А люди понимают, что 1000 километров за год построены. Народ-то так понимает? Нет, не построено. А так это ремонт, значит, там туда-сюда они много лет эксплуатируемые дороги же, значит, приводят. Все это как-то, ну, не совсем. Можно, да? Да. Владимир Михайлович, у меня вопрос вот по поводу обслуживания автозимников. Вот не секрет, что да, идут жалобы от населения, от водителей, там, которые занимаются перевозками, что дорожные службы зачастую не занимаются обслуживанием дорог, открытием автозимников, перекладывают эти обязанности, ну, не перекладывают буквально, а эти перевозчики вынуждены сами пробивать все эти дороги, а потом финансы все, они сосредоточены у вот тех, кто выиграл эти конкурсы. Как ведется контроль за этим? Спасибо за вопрос. Значит, просто хотел бы напомнить, каково состояние было, ну, еще там несколько лет назад, может быть, до создания казенного предприятия «Дороги Арктики». И сегодня «Дороги Арктики», ну, во-первых, мы берем, еще раз говорю, с муниципальной собственности на республиканскую собственность, скорее всего, где-то пробиваться это нужно, скорее всего, в ведении органов местного самоуправления находится. А с нашей точки зрения, мы, вот то, что в ведении и на обслуживании у КП «Дороги Арктики» находится, то здесь мы принимаем, значит, примерные сроки открытия зимников. Эта информация размещается, и, значит, эти примерные сроки, они обязательны для вот казенного предприятия, они стремятся к этому. Я бы хотел вот отметить, даже вот на примере этого года, очень многие зимники были открыты гораздо раньше примерных сроков. Начиная даже тот же зимник «Арктика» в районе Нижнеколымского района на 21 день раньше. Или, например, там, в том же, может быть, Верхоянском или на Батантайском районе. Тут все тоже зависит от года. Конечно, бывает разная ситуация, и затяжные дожди, и теплая зима, но, значит, мы стараемся выдерживать примерные сроки, оснащаем техникой, и сегодня, по большому счету, я бы не сказал, что какие-то есть нарекания, наоборот, мы с органом местного самоуправления как раз-таки они, наоборот, чтобы они вышли на муниципальные дороги. Спасибо. По направлению вот Сергей-Кёль, Себян-Кёль, Батамай. В этом направлении второй год уже пробивает, открывает предприниматель, который не задействован на обслуживании. А эти потом пишут победные реляции сюда. И вот во все газеты и так далее.
А этот предприниматель только вот, да, он вынужденно идет. Ждет, когда откроет, и потом вынужден сам идти, пробивать. Спасибо за замечание. Действительно, по Сигенкелю и Сигенкелю я здесь соглашусь. Здесь какая ситуация? Если до этого я говорил про казенное предприятие, то тут она работает своими силами и, соответственно, сама отвечает за свою же работу, то, в смысле, с точки зрения механики, да, значит, здесь данная дорога на, Сигян-Сигенкель, она находится в ведении казенного учреждения управления автомобильных дорог, который является заказчиком, и здесь он привлекает подрядные организации по контракту. Здесь есть проблемы, уже действительно, я согласен, второй год есть и нарекания к работе подрядной организации, которая там привлекается. У нее в этом году контракт заканчивается, это был долгосрочный контракт, он еще был заключен еще в 2019, по-моему, если в 2018 году. Есть нарекания к этой фирме, и, соответственно, мы в этом году, летом, на следующий период, уже отыгрываем новые долгосрочные контракты, повысим финансовое обеспечение и повысим уровень нормативной обеспеченности по этим дорогам, и мы постараемся не допустить участия недобросовестных подрядчиков. Спасибо. Согласен, принимается замечание по этой дороге, есть проблемы. Добрый день, Владимир Михайлович. Вопрос. Анисимов Сергей Егорович, член Общественной палаты. У меня первое. Значит, на той неделе я разговаривал с департаментом воздушного транспорта Пахомом Владимиром Кентьевичем. Он мне объяснил, что с 1 марта субсидированных рейсов на Москву не будет в связи с тем, что начинается ремонт полосы, и, значит, Аэрофлот не будет летать. Это первый вопрос. И второе, Волана, нашему, значит, авиакомпанию Якутия, это, пока вопрос не решен, выделение этих субсидий. Там ссылался он на 215-й постановление правительства Российской Федерации, но я его очень хорошо изучил за эти недели. И, конечно, есть там вопросы нашему перевозчику. Здесь есть и этот вместимость более 5000 километров и так далее. И там много препятствий, которые, наверное, мешают. Второй вопрос. У меня, значит, такой частного характера или общественного характера. Вот у нас вот Сонты-Коммунаж, это очень хорошая дорога нынче с вами, вот это вы построили в сторону Ишкатын. Там очень короткие съезды или выезды, потому что углы очень большие, и отсутствует видимость машины, которые выезжают на эту дорогу. И очень опасно. Первое. Второе, там это ограждение, которое применили очень мелким частоколом, притом 2 рядами, и как лес стоит, полностью мешает, плюс еще не мешает. И легковые автомашины при выезде не может ориентироваться, и практически слепую выезжаем. Очень опасно, скорость большая. Вот там надо было это ограждение или заменить, или на выездах убрать, или укоротить. Это первое как-то. И по съездам тоже, когда вот у нас брали согласование, это было, конечно, давно, Якутавтодор брал, там нам гарантировали, что съезд будет минимум 100 метров, потому что будет угол маленький и нормально будет все устроено. А сейчас очень короткие съезды с большим углом. У меня все. Спасибо большое за замечание по дороге, участку дороги, региональной дороги НАМ, это от Мархи до Исхатына. На самом-то деле проектно-сметная документация перед реализацией на стадии разработки, она в любом случае согласовывается у нас в обязательном порядке с органами ГАИ, и тут таких замечаний не поступало. Возьму на заметку, записал, проверим, посмотрим, может быть, действительно по съездам что-то там сейчас посмотрим, уровни, посмотрим, чтобы были одинаковые для съезда. В этом году продолжаем строительство уже в районе Мархи, и реконструкция улицы Можайского, соответственно, начнется. Спасибо за замечание, приняли. По поводу субсидированных билетов для дальневосточников из Якутска до Москвы. В прошлом году, да, летали несколько, субсидия предоставлялась нескольким компаниям, в том числе Якутии, S7.
отчасти Аэрофлоту. В этом году по итогам отбора Росавиации все именно по 215, вы правильно отметили, постановлению для, значит, всех дальневосточников эта субсидия предоставлена Аэрофлоту. Вместе с тем, да, действительно, планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, завершающий этап аэропорта города Якутска. И там не с 1 марта, а ограничения будут введены с 1 мая. Хотел бы отметить, с 1 мая будут ограничения. И да, действительно, при короткой полосе Аэрофлот на сегодня высказывает сомнение, что он будет летать. Вместе с тем официального подтверждения, что они летать не будут, они нам так и не прислали, несмотря на наши запросы. Мы сегодня с Росавиацией ведем переговоры о том, чтобы эти средства этой субсидии были переданы именно тем компаниям, которые будут летать, а летать будет точно авиакомпания «Якутия» и авиакомпания «Сибирь» S7. Значит, мы до начала летнего периода этот вопрос прорабатываем и будем, значит, отрегулируем этот вопрос. В конце марта, может быть, в начале апреля мы соответствующее объявление в итогах сделаем. Спасибо. Владимир Михайлович, спасибо. И последний вопрос задаем вам, да? Это вот скажите, пожалуйста, у вас как у нас вообще идет выполнение федеральных программ по развитию транспорта, по различным отраслям? Выполняются они или нет? Кто контролирует конкретно? Да, нет. Смотрите, здесь есть несколько программ, которые реализуются. Это национальный проект «Безопасные и качественные дороги», где федеральные средства поступают в государственный бюджет, и главным распорядителем, значит, является Министерство транспорта. Здесь 100% освоения федеральных средств, все индикаторы достигнуты, значит, приведен определенный километраж в норматив. По смертности, значит, и количеству ДТП мы тоже, значит, не превысили целевые индикаторы. Эти средства идут через нас, порядка в прошлом году 4,3 миллиарда, в этом году 4,5 миллиарда будет. Кроме того, значит, федеральные средства идут в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, это реконструкция аэропортов. Здесь федеральные средства идут напрямую через Росавиацию в ФКУ, Федеральное казенное учреждение Ространсмодернизация и Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера». Эти средства расходуются ими, они являются заказчиками по аэропортам. Там выполнение 84% кассовое исполнение, но остатки переходят на следующий год и дальше же будут направлены на эти аэропорты. И есть еще, соответственно, программа развития Арктики, значит, раздел мероприятия Минпромторга, это Ажатайская судоверфь, там исполнение 100%, то есть средства освоены прошлого года. На этот год также планируется определенный объем, там 1,3 миллиарда, по-моему, на освоение. Ну и напрямую еще авиакомпании, наши региональные авиакомпании, тоже у Росавиации получают субсидии вот на как раз-таки перевозку пассажиров по 215 постановлению, на межрегиональные перевозки постановление 1242, на восстановление, значит, на лизинговые платежи там по 1212, ну и дальневосточная программа, значит, авиаперевозок тоже по 215 постановлению приложение 5. Вот они напрямую от Росавиации получили. Спасибо. Контроль ведется, мы все объемы федеральных средств знаем. Другой вопрос, что расходуют его разные распорядители. Да, ну и последнее. Я как член Общественного совета Министерства транспорта изнутри знаю все проблемы и все, что делается в республике в этом плане. Ну и как заместитель председателя Общественной палаты курирую, значит, в том числе и транспортную отрасль.
То есть, значит, я недалекий человек от развития и сегодняшнего состояния, значит, развития дорожного хозяйства в целом, не только дорожного, транспортного комплекса в целом по республике. Так, и должен заметить, конечно, не только надо критиковать, но и поддерживать молодых руководителей. Вот мы чувствуем, что в последнее время вот Министерством транспорта проводится посильная работа. Вот в этом плане я особенно удовлетворен лично в том плане, что продвинуты очень серьезные вопросы, практически неразрешимые в прошлые годы. Значит, я имею в виду это возрождение развития малой авиации в республике, и не только в республике, вообще, значит, по Арктике Российской Федерации. Вот, значит, я думаю, не без участия, значит, Министерства транспорта Айцен Сергеевич поставил вопрос на заседании Госсовета, значит, и получил поддержку президента Республики Путина Владимира Владимировича. Это первое. И второе, в отношении, значит, придания статуса законодательного автозимникам. Тоже этот вопрос 20 с лишним лет. Значит, мы занимаемся и не находила, значит, этот вопрос, значит, разрешения, поддержки. И нынче очень хорошая практика прошла, когда глава республики и, значит, законодательный орган нашей республики решили через Совет Федерации продвинуть очень такие ключевые вопросы развития нашей республики в целом. Хорошая практика, в том числе, вот, значит, по автозимникам, значит, получается, видимо, поддержка в будущем. А это означает дополнительное субсидирование из, значит, российского бюджета, когда, значит, будут признаны это автозимники в законодательном плане, будут разработаны нормативы и будут разработаны механизмы выделения, значит, федеральных средств, вот, значит, субъекты именно для обустройства и эксплуатации автозимников. Вот эти два вопроса очень серьезные. Я понимаю, это только начало, предстоит очень много работы, и желаю вам, значит, дальнейших успехов в реальном практическом исполнении этих ваших начатых вами вопросов. И второе, просил бы обратить серьезное внимание по подбору и расстановке кадров. Надо профессионала подобрать. Вот два пожелания. Дальнейших успехов, Владимир Михайлович, вам. Так, спасибо, Владимир Михайлович, что вы нашли время с нами поработать. Спасибо, товарищи, да? Ага. Ну а мы продолжаем работать, обсуждаем эту тему. По регламенту у нас специально предоставлено время для министра побольше, чтобы он ответил на вопросы. А сейчас я прошу тех, кто у нас записался заранее, для выступления в пределах 5 минут. Но Александру Андреевичу Кугаецкому мы предоставим до 10 минут. Пожалуйста, Александр Андреевич. Ладно, тогда я побыстрее. Ну, прежде всего, конечно, Владимиру Михайловичу большое спасибо за такое владение материалом. По нашей, практически, как его предшественник Владимир Михайлович знает все. Вот. Но в то же время то, о чем Владимир Михайлович не говорит, это относительно, небольшая часть того, что у нас было до 91 года и работало по всей республике. Поэтому, конечно, стоит задача у него большая по восстановлению всего этого хозяйства транспортного нашего, и тем более, чтобы оно эффективно работало. Но хотелось бы рассматривать эту тему у нас в связи с реализацией федерального закона о Северном заводе. На этих днях закон, по идее, по поручению президента, как он поставил график, должен к нему лечь на стол. Вот. И там в какой-то мере тоже затронуты вопросы развития транспортной системы, организации транспортной системы. Но, к сожалению, не очень, на мой взгляд, полно, потому что и немножко даже, я бы сказал, путано. Я, читая, никак не могу некоторые позиции там уяснить толком. Когда мы говорим о завозе и о транспортной системе, там две главные характеристики у северного завоза. Это гарантия доставки и цена доставки. Недавно мы на Илтумане рассматривали эти же вопросы. Вот. Кто-то сказал о том, что уже на железной дороге выдали субсидию 4000 рублей на 1 тонну. Ну, хорошо. Спрашиваем, сколько стоит хлеб у нас в северных районах.
80 рублей за булку хлеба. Переводим в килограмм, это 120-130 рублей за килограмм. 4 рубля и 130 рублей. Это большая субсидия, по нашему понятию. Можно сказать, что наши коммерсанты, кто занимается, или государство будет заниматься завозом, это они обеспечат достаточное снижение цены? Наверное, нет. О другом пока разговора нет. Вот, поэтому сегодня я бы хотел, можно первый слайд, да? Сказать вот о чем. Значит, прежде всего разговор идет о планировании. Люди задаются вопросом, а как мы будем планировать? Вот потребность там, в хлебе, в продуктах других, там, каких-то важных вещах. Вот эта вот схема по ступенькам, это схема, которая в Госплане Союза работала, ну, и в Госплане Республики, по всей стране большой нашей работала. Начиналась заявочная кампания за год вперед до завоза, ну, или за полгода вперед до завоза. Вот. И в декабре уже все показатели по завозу, плановые показатели должны быть утверждены. И дальше пошли вот по ступеньке, это конкретно для нашей республики, 3 тура навигации, и последний тур – это зимний завоз. Это зимники идут. Вот. Поэтому вопрос планирования, как планировать его. Вернуть эту систему сюда, но уже в новых реальностях надо эту тему разрабатывать. Дальше подготовка флота автотранспорта, емкостного парка, складов и хранилищ к навигации. Это большая была эпопея. Иван Иванович не даст соврать. Так оно было. Планировали на всех уровнях, на всех улусах, вплоть до наследников, как мы будем организовать транспорт. Сегодня эту задачку тоже надо решать. Товарищ наш господин рынок эту задачку решить, к сожалению, не может. Вот. Ну и потом, наконец, совместное планирование всех видов транспорта и работы деятельности снабженческих и торговых организаций. Следующий, пожалуйста. Северный морской путь. Много о нем говорим, много надежд с этим связываем. Вот здесь на карте, эта карта разработана зарубежным исследователем Арктики. Красная линия – это береговая линия, а синяя линия – это граница глубин 10 метров. Дальше к берегу глубины идут 7, 5, 6 метров. Это большая проблема всегда у нас была для Тикси, хотя Тикси тогда выполнял функцию хаба. Ну, как мы сейчас говорим, хаб, то есть большой распределительный пункт, куда приходили моряки, речники с Лены заходили. Там шла перегрузка на наш флот морской, мелкосидящий, который вдоль берега ходил. У него осадка была 4-3 метра. И дальше развозились по рекам. Между красным и синим барж называется. Нет, не бар. Бар – это вот на выходе реки. Ну, да, ну, бар в том числе туда тоже. Это все наносы речные. Правильно. Это вообще вынос, то, что река выносит в море туда складывает. Самая большая характеристика у Севморпути – это продолжительность навигации. Вот многолетние данные, еще там с царя Гороха, можно сказать, да, считают, 70-90 суток. Море работает. И в этот период надо успеть сделать полностью завоз. Зайти, разгрузиться, погрузиться, перегрузиться, зайти в реку северную, выйти из этой реки, вернуться домой. Вот. Но возможны и критические ситуации. Это очень даже не редкое явление, к сожалению. До 30-35 суток продолжительность. Это нагонные ветра и прочие вещи такие у нас там случаются. Тогда совсем туго становится. Дальше еще одна характеристика неприятная для нас – это то, что открытие морской навигации не совпадает, вернее, с летней осенней меженью, то есть самыми низкими уровнями на речных участках. Из-за этого возникает у нас такое явление, как депонация. Когда мы грузы складываем на берегу, морском берегу, до следующей навигации. Они у нас практически год там находятся. Вот эти основные характеристики. Поэтому вот сегодня есть вопрос о разработке технологической схемы. Когда мы говорим о том, что в Найбе построить порт, ну, наверное, напрячься можно построить. Канал прокопать, сделать там у самого берега, там хорошие, вроде неплохие глубины. Вот. Ну, а дальше как развозить? То ли мы будем морскими заходить, потом с моря будем развозить, либо мы с Леной будем растаскивать, как сегодня мы решаем вопрос. Причем ленский речной вариант, он намного дешевле, чем морской. Ну, в советские годы так был. Сейчас не легче. Та же ледокольная проводка, которая резко увеличивает цену доставки и так далее. Следующий слайд. Это вот то, что с морем связано. Река, море исчезли. Река, море нет. Вот они, за счет их только и живем мы, за счет реки, моря. Значит, вот... В реки не заходят. Моряки не заходят.
5000 тонн. То есть судно река море, а море река нет судна, который с моря в реку заходит. Ну, Значит, теперь вопрос о запасах. В законе, статья 2, определено понятие введено стратегический запас. Предотвращение риска возникновения дефицита вследствие непрогнозируемого роста объемов потребления или нарушения сроков завоза. Достаем учебник школьный, он написано «Школа. Большая птица». Страховой запас – это товары, которые хранятся в непредвиденных ситуациях, таких как резкое повышение спроса на товар или задержка поставок. Зачем вводить новое понятие, когда есть хорошо уже вошедшие в теорию, в практику понятие страхового запаса? И даже есть формула расчета этого страхового запаса. Что значит непрогнозируемый рост? Ну, может быть, непрогнозируемый, но ты его должен предусмотреть, если ты страхуешься. Вот, поэтому вот еще одна тема у нас возникает. Это работа с запасами. Есть такая большая наука, как управление запасами. Она во всем мире есть, она в Советском Союзе была сильно развивалась, даже сильнее, чем у них. Я сам этой темой занимался. Вот. Поэтому тут сочинялки-то не нужно новые делать. Ну, а там дальше к этому стратегическому запасу еще несколько там привязок, что создается он по распоряжению субъекта, главы субъекта, используется по решению главы субъекта, но правила устанавливают федеральные органы, как им пользоваться. Если я создаю запас, кто мне может какие правила установить? Вот тут надо разобраться, что если это стратегический запас государственного значения, резерв государственный назывался у нас, да? Это понятие тоже там есть в законе. Тогда, значит, нам надо будет разобраться с этим. Следующий, пожалуйста. Вот, ну, особенность навигации, я уже практически об этом сказал. Вот в Тикси был морской хаб, туда заходили и потом развозились по всем нашим пунктам. Вот эти кружочки, которые помечены желтым цветом, это пункты создания депонационного запаса, где грузы лежат до начала следующей навигации, пока на северных реках не появится судоходство. Да. Вот. В законе депонация, она одним словом написана, и никакого пояснения, что это такое, кто за них отвечает. Вот. Но дело в том, что... Следующий слайд. Дело в том, что вот запасы вот таким образом формируются. Я уже однажды здесь показывал эту картинку. Ивено-Бытантайский район. Очень дорогой для меня район. Вот. Как формируется запас там? Запас одновременно для Ивано-Бытантайского района лежит в Якутске, в Нижнеянске, ну или там в Усть-Куйге теперь будет он, да, в Батагае или Верхоянске и, наконец, в самом Ивано-Бытантайском районе. Он так едет. От этого никуда не денешься, потому что природа такая. Закон об этом ничего не пишет. Вот кто за них отвечает? Кто хранит эти запасы? Ну, Якутопторг создает там транспортно-логистические центры. Молодцы ребята, умно поступают. Ну, а по всей остальной сети, для всех остальных запасов и грузов, кто будет этим делом заниматься? Но для стратегических-то нет, никто не занимается сегодня. Нет такого понятия стратегический запас. Есть госрезерв, это и есть стратегический запас. Так, вот она картинка. И вот там совокупная эта сумма всех этих запасов, которые во всей транспортной сети лежат, да, транспортной схеме до Бытантайского района. Вот наверху. От 700 дней до 800, даже от 590 дней до 860 дней потребления. 860 дней, вот этот можно есть, вот этот весь запас. Вот столько. А это деньги. Это хранилище конкретно. Это там дядя Вася, сторож сидит. Вот. Там электрик сидят и так далее. Кто это все? Ну, для теплых складов Отопление это... складов. Да, отопление складов и прочее. Это все там. Об этом речи нет. Ну, это как-нибудь, ребята, наверное, сами разберетесь. Следующий. Вот. Организация зимних перевозок. Ну, Владимир Михайлович сейчас очень интересно пояснил, где какие. Действительно. Ну, вот он сказал про Тополиный, да? Дорогу на Тополиный. Если между Тополиным и Верхоянском на какой-нибудь речушке станет хорошая наледь, она сразу же отрубит 4 района. Верхоянский, Устьянский, Булунский и Ивано-Бытантайский. Все. Кто этим будет заниматься? Когда мы говорим о зимниках, это не просто протоптать дорожку бульдозером, снег откинуть. Это еще и продолжительность работы зимника. В советские времена, Иван Иванович может поправите меня, до 200 суток в северных районах должны были зимники работать. Сегодня у нас 50-60 суток, это уже хорошо. Дальше, количество полос движения, то есть разъезды, да. Ну и еще несколько характеристик, там, которые важны для этого. Скорость движения, там, наледи, мосты, это вот все характеристики зимников. Поэтому зимники – это вещь очень важная, потому что дальше, ну, про нормативную документацию уже Иван Иванович сказал.
У нас нет их в законе зимника. Вот что происходит для того же Винно-Бытантайского района, когда мы переходим на зимник, который работает 180-200 суток. Синяя вот эта полоска, синий график, это запасы, которые мы должны создать при работе зимника. Потому что работаем уже с железной дороги, по дороге до Тополинного практически без остановки едем, да? Вот. Ну и дальше по зимнику там мы отрабатываем. Вот это запасы, насколько они меньше. Вот. Но когда мы используем авиацию, опять же, для Бытантая, когда-то я занимался обоснованием удлинения взлетно-посадочной полосы. Потыгайл-то. Правильно сказал, да? Потыгайл-то. А то я старые названия путаются мне. Вот. Для чего? Для того, чтобы регулярное снабжение продовольствием сделать для Бытантайского района. И даже обратную загрузку мы могли там найти, вплоть до зайцев бытантайских вывозили в город Иркутск, да? Вот. Мы полосу для этого делали, чтобы его посадить на авиационное снабжение. Если мы авиацией снабжаем, запас у нас должен быть, страховой запас, или как они называют, стратегический, неделя от сил. Стратегически я имею в виду уголь и нефтепродукты. Это массово, это отдельно. Мы по продовольственному. Северный завоз – это, прежде всего, продовольствие у нас идет для населения. А потом еще нефтепродукты. Я по депонации имею в виду. Запас. Нет, они, само собой, там разделяются. На авиацию тоже не весь объем. Отсюда же возим. Уголь не повезешь авиацией. С колес. Иван Иванович, потом расскажу живем. отдельно. Сейчас у меня 10 минут всего. Следующий слайд. С колес живем. Вот пример, да? Есть план развития Северного морского пути. В августе 2022 года разработали. Распоряжение правительства. Посмотрите, что рассматривать. Грузовую базу, планирование объемов, транспортная инфраструктура, включая портовую и даже сопутствующий наземный транспорт, который будет развозить из этих морских портов все грузы прибывать. Дальше грузовой ледокольный флот, транспортные средства и вспомогательные, безопасность судоходства и управление судоходством. Всего 150 мероприятий в государственном плане. Вот нам что нужно. Сегодня Якутии очень четко в привязке к этому федеральному закону построить, создать. Кто будет, кем будем управлять. А кто будет координировать? Вот. Вот мы слышим как новое сегодня. И все Почему как участники комплекса тоже. Это хорошо забытое старое вообще. Ну да, это практика Советского Союза. Но в целом кто будет координировать? Там этих координат надо четко определить. Раньше нас координировали Минтранс, Минторг и Госнаб. Вот. И еще Якутнефтепродукт. Да. 4 были. Сегодня их нет. Да. Вот о чем. И последнее. Мои предложения. Разработать методику планирования и нормативы для определения объемов северного завоза. Четко и ясно договориться, что завозим, сколько завозим, по каким нормативам для каждого человека. Дальше построить оптимальную транспортно-логистическую схему завоза. Это довольно задачка сегодня такая... не то чтобы тяжелый, но заковыристый, как мы говорим, да? Там надо очень хорошо подумать. Все виды транспорта, включая и вездеходный, и даже беспилотники, как будущий транспорт. Вполне возможно. А то мы сегодня Сан-2 на парашютах сбрасываем, как во время войны продовольствие, да, в партизанские отряды сбрасываем. Как так можно? И гараж. Конечно. И причем, ладно, вслух не буду об этом говорить, как это все дело организуется. И, наконец, план развития транспортно-логистической инфраструктуры. Уже сняли. План развития. Вот такой вот план четкий должен быть. Где мы в первую очередь по приоритетам, в какую сторону, где мы бежим. Когда делаем зимник, пробиваем нормальный зимник, строим, трассировку делаем нормальную, чтобы обойти все наледи и прочие препятствия от Тополиного, допустим, до Верхоянска, как идем туда в сторону Хану, с Уснера ли мы зайдем туда, потому что когда у нас сейчас федеральная дорога Колыма заработает постоянно, а еще мост построим через Алдан, тогда вот это направление стратегическое становится, вот эти зимники. Дороги, зимники туда, в арктическую зону, с юга зайти, а не оттуда, с Арктики. По меридиану. По меридианным нашим зимникам зайти туда, вплоть до Зырянки и Среднеколымска. Даже вот эти предложения у вас куда у нас мы должны бы их направить? Это прежде всего нужно направить к нам, в правительство наше. Республики. Да. Это прежде всего. Теперь в связи с этим законом о северном завозе у нас вся страна повернулась в сторону Якутии, потому что практику-то у нас они взяли все. И там по теории я тоже много рассказывал, но, видимо, мало читал лекций. Вот. Поэтому здесь они все равно будут смотреть, что якуты будут делать.
Вот. Если мы будем эту систему разведем, то есть сказать, да, вот этих у якутян идите учить. Самая большая Спасибо. по России. Спасибо. Хорошо. Теперь слово имеет Уложился. председатель Хоть его не отвлекали изо всех комиссии сил. по Сбивали с строительному толку. транспортному комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству нашей палаты Лариса Рашидовна Панькова. Здравствуйте, коллеги, участники нашего заседания. Мы сейчас прослушали два очень содержательных доклада. Речь идет действительно о жизнеобеспечении граждан наших, которые проживают в районах Арктики. Но все-таки конечная цель-то была не только, чтобы те, кто остался жить в Арктике, могли пользоваться доступной транспортной схемой, да, но и для того, чтобы развивалась Арктика и все-таки увеличилось население, которое бы захотело работать и остаться в арктическом полуострове. И в каждом выступлении прозвучала тема развития, это ведет за собой именно строительство. То ли это строительство для ремонтных работ, то ли это строительство для портов малой авиации, то ли это строительство в принципе социальной инфраструктуры, что само собой, когда наладится хорошая транспортная система, это будет. Вот мы участвовали в совещании, которое проводила госкорпорация «Роснефть». При освоении месторождения большого, значит, они предложили участвовать строительным организациям в строительстве на этом месторождении различных объектов, включая инфраструктуру, трубопроводы, значит, развертывание больших очень емкостей, для которых требуется. И так как эта госкорпорация тратит свои деньги для развития месторождения, они, значит, построили большой логистический центр, в который централизованно сама госкорпорация завозит основные строительные материалы, завозит основную тяжелую технику, которая не требуется на строительстве объектов, например, каждый день. Там, допустим, поднять нужно там 50 или 80-тонный кран, который поднимет какие-то конструкции. И то есть любая строительная организация, которая туда заходит, она может арендовать эту технику, а не вести каждая свою. Вот сейчас мы послушали Владимира Михайловича, да, что значит, выделяются средства на приобретение техники. Когда зайдет Министерство строительства с социальными проектами, будет то же самое. Каждый потащит туда свою строительную технику. Вот если бы какая-то государственная структура организовала логистический центр, в котором можно было бы строителям, которые зайдут на строительство определенных объектов, значит, уже там основные строительные материалы приобретать, потому что уже будет ясна их конечная цена в пункте, и не надо будет каждому доказывать, как он ее привез, эти материалы, почему этой стоимости, вложенной на транспортные расходы, хватает или не хватает. И там же он мог бы арендовать основную тяжелую технику, которую так просто так далеко не доставишь. Вот это мое предложение рассмотреть на уровне правительства создание логистических центров, таких кустов, в которых бы централизованно завозились. Потому что сейчас мы речь ведем о том, как завести людям топливо, продукты питания, медикаменты, то есть обеспечить то население, которое там есть. А все-таки мы говорим именно о развитии Арктики, да, а развитие за собой все равно влечет строительство определенных объектов для населения, для развития транспорта, для развития авиации. Вот с этой точки зрения, я думаю, можно было бы... Сформулируй, пожалуйста, предложение. Хорошее предложение. Так, ага. Сейчас у нас по программе должен был выступать Афанасий Николаевич Максимов. Он на связи?
Нет, наверное, да, где-то за пределами, в командировку срочно улетел. Но вот я довожу до вас его основные моменты из его письма Айсену Сергеевичу в январе текущего года. Он в основном касался работы АК «Полярные авиалинии». И где говорится, что при наличии парка из 7 самолетов Ан-2 и 6 самолетов Ан-3 можно было бы сегодня наладить регулярные пассажиротранспортные внутриулусные перевозки во всех северных районах. Если эти рейсы будут постоянными, то люди со временем привыкнут, появится пассажиропоток и грузопоток, что в свою очередь частично решит проблемы северного завоза. Регулярную доставку свежих продуктов не раз и не 2 раза в год, и появится самоокупаемость полетов. Вот его узловые моменты, его обращение к президенту. То есть он просит, и медицинское обслуживание будет гораздо легче. Ну, понимаете, что на санавиацию тратятся очень большие суммы из нашего бюджета сегодня. Поэтому он обращает внимание на использование самолетов малой авиации. Постоянные, регулярные. Вот. Теперь мы попросим выступить о своем видении данной проблемы. Значит, у нас есть полярная авиалиния, да? Есть. Есть, да, подключен? Ага. Семен Викторович, пожалуйста, вам. Уложитесь, пожалуйста, 5 минут. Хорошо. Уважаемые члены Общественной палаты, Иван Иванович, Августа Дмитриевна, я бы хотел остановиться на проблемных вопросах авиации. В основном это касается и малой, и региональной авиации. Полностью согласен, конечно, с предложениями Афанасия Николаевича. Мы сейчас уже 3-й год, с учетом того, что нет новых самолетов российского производства, взяли курс на восстановление наших самолетов малой авиации. Это Ан-2 и Ан-3. На сегодняшний день у нас, как уже в письме написано Максимова Афанасия Николаевича, 7 самолетов Ан-2. Значит, исправных у нас было 3 единицы. В этом году мы должны исправность довести до 6 самолетов и будем выполнять полеты для нужд лесавиа летом и будем выполнять также внутриулусные перевозки. То же самое касается самолетов Ан-3, которых у нас 6 единиц. Значит, последние годы мы вложили очень большие средства на ремонт двигателей российских ТВД-20. Эти самолеты эксплуатируем только в России, только наша авиакомпания. Значит, планируем, было исправно 2 воздушных судна. На сегодняшний день мы еще восстанавливаем 2 единицы воздушных судов. 4 единицами будем работать тоже по внутриулусным маршрутам. Это Абыйский, Момский, Кобяйский район. И планируем расширить это Колымскую группу районов, в первую очередь Среднеколымский район. Что касается проблемных вопросов, на сегодняшний день у нас проблемным является авиакомпания «Полярная авиалиния». В прошлом году мы выполнили более 161 тысяч, перевезли пассажиров. Это рекорд за наши 25 лет истории. Рост на 23%. Драйвером роста, конечно, послужили это расширение программы субсидирования авиационных перевозок и налеты часов. Выполняем более 5000 часов по санавиации. Большой объем работы проводим на патрулировании и тушении лесных пожаров в летнее время. И сегодняшняя у нас основная проблема – это дефицит пилотов-вертолетов. В России только одно учебное заведение – это Омское летно-техническое училище подготовит пилотов вертолетов. На сегодняшний день у нас по ученическим договорам с нашей авиакомпанией обучается 44 курсанта из числа местных ребят. Это мы реализуем проект «Молодежь в авиацию», из них 36 пилотов вертолетов, бортмеханики, 3 и 5 авиатехников. К сожалению, в связи с экономическими санкциями, там обязательно практика на однодвигательных вертолетах, которые представлены только иностранными вертолетами. Это Бел, Еврокоптер. Вся техника училища на сегодняшний день неисправна из-за отсутствия запасных частей. Надо отметить, что практически инструкторский состав пилотов-инструкторов тоже не укомплектован. Поэтому 100 часов отлета у нас на очереди ждут порядка в этом году 18 выпускников, 18 курсантов, которые имеют с нами учебные договора.
И надо сказать, что решение вопроса только возможно на федеральном уровне. Это полностью перейти на отечественную технику, двухдвигательные вертолеты Ми-8, отлет 100 часов и, соответственно, тренажерная подготовка тоже только на российские вертолеты Ми-8. Ну и предлагаем мы с учетом того, что у нас будет развиваться наше Якутское училище гражданской авиации, открыть на базе нашего училища вот именно подготовку пилотов вертолетов в будущем. Значит, следующий проблемный вопрос – это вот эксплуатация иностранных воздушных судов. На сегодняшний день закрыт доступ полузапасных частей и компонентов и обновлением эксплуатационной документации. Значит, в Чехии у нас вот самолеты Л-410, один самолет мы не можем оттуда перегнать, двигатели тоже отремонтировать в Чехии, поэтому у нас вот по иностранной технике на сегодняшний день достаточно сложная ситуация, и, конечно, мы сейчас ищем пути выхода поставок запасных частей через третьи дружественные страны. Правда, там по цене у нас очень серьезное удорожание. До двух раз у нас повысились запасные части вот по такой схеме. Ждем мы, конечно, новые самолеты, взамен наших самолетов Ан-24, Ан-26, средний возраст которых 50 лет, значит, и взамен, конечно, самолета Ан-2. Вот перспективные проекты Минпромторга России, российского авиапрома, к сожалению, опять по срокам все сдвигается. Это 25-26 год в связи с необходимостью импортозамещения и испытаний замены вот иностранных двигателей, отечественных двигателей. Значит, большие надежды мы возлагаем на вот самолет ТВРС-44 «Ладога». Это Уральского завода гражданской авиации. На сегодняшний день проходит испытание двигателя ТВ-7-117. Поставки планируются в 2026 году. Ну и вот Владимир Михайлович говорил, самолет ЛМС-901 «Байкал» тоже в настоящее время проходит испытание двигатель, и, соответственно, серийные поставки планируются только в 2025 году. Значит, республикой внутри региона существует две программы субсидирования авиаперевозок. Это внутриулусные. Мы вот еще с 2002 года субсидируем эти перевозки, 70% из бюджета республики, 30% оплачивает население. Ну и в прошлом году, благодаря вот принятому главой республики Саха-Якутия решению о расширении программы субсидирования, мы перевезли более 23 тысяч пассажиров. Это увеличение в 10 раз по сниженным тарифам на 60%. Это арктическую группу районов. Значит, наше предложение в дальнейшем расширить географию полетов, не только арктические районы, но и другие районы. Например, это и Алекминский район, Кобяйский район, Аймиконский район, Вилюйская группа районов, где мы тоже выполняем полеты, и расширить программу субсидирования. Ну и ставить вопросы на федеральном уровне по возмещению тоже субсидий из федерального бюджета. Очень большую долю у нас стоимости билетов занимают аэропортовые сборы, которые десятки раз превышают ставки в Темцентре России. Соответственно, у нас было предложение увеличить финансирование казенного предприятия «Аэропорты Севера», соответственно, обнулить аэропортовые сборы, которые занимают стоимость билета у нас 20%. Значит, ну и где-то порядка 25% у нас занимает тоже авиакеросин. И, соответственно, наше предложение субсидировать на федеральном уровне транспортные расходы на доставку авиакеросина. У нас стоимость топлива на севере достигает практически 131 тысячу в той же Зарянке. Поэтому необходимо рассмотреть вопросы государственной поддержки северного завоза именно авиакеросина. В целом, у меня такие предложения. Спасибо за внимание. Спасибо, Семен Викторович. У нас есть АК. Это у нас были внутренние. Полярная авиалиния, это в основном обслуживает нашу Якутию. А у нас за пределы республики летает АК Якутия, который сегодня очень-очень много претензий. Есть у нас здесь на связи? Нету, да? Нету. Тогда, значит, сейчас мы предложим выступить заместителю генерального директора
Там, дороги Арктики. Ага, пожалуйста, Сергей Афанасьевич. Так, добрый день, Иван Иванович, Августа Дмитриевна, участники сегодняшнего заседания. Ну, как отметил наш министр Владимир Михайлович, в основную нашу деятельность он озвучил, но я, наверное, не буду повторяться, да, вкратце. Так, в настоящее время предприятие обслуживает 8080 километров автомобильных дорог, из них 468 километров составляют автомобильные дороги круглогодичного действия с твердым покрытием, и 6754 километра – это автозимники, и 850 километров – это объездные дороги. Как отметил Владимир Михайлович, для своевременного и качественного обслуживания вышеуказанных дорог предприятием создано 9 дорожных участков и 1 прорабский участок, которые расположены на 9 районах республики. Каждый дорожный участок обеспечен необходимой специализированной техникой и рабочими кадрами. На сегодняшний день в предприятии работает 294 штатных сотрудника, средний возраст которых равен 41 году. По состоянию на 1 февраля 2023 года предприятием числится 248 единиц техники, в том числе 208 единиц самоходной техники и 40 единиц прицепной техники. Срок службы 45% указанной техники составляет более 7 лет. Это создание предприятия получается. С каждым годом в осенне-зимнее время ощущается потепление климата, ожидается сокращение сроков эксплуатации автозимников, да, это приведет к росту затрат на реализацию мероприятий по поставке в арктические и северные районы жизнеобеспечивающих грузов. Для стабильного обеспечения жизнедеятельности в арктических и северных районах республики необходимо находить способы инвестирования в развитие круглогодичной дорожной инфраструктуры или к строительству автомобильных дорог сезонного действия с продленным сроком эксплуатации путем проложения трасс автозимников по сухопутным участкам с устройством дорожной насыпи. Как отметил Иван Иванович, в целях выделения средств из федерального бюджета и дорожного фонда на обустройство автозимников необходимо законодательно закрепить понятие «сезонные автомобильные дороги» в федеральном законодательстве. В законе об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации зимники отнесены в категории искусственных дорожных сооружений. Отсутствие указанного понятия негативно складывается на темпах развития северных регионов и ложится грузом на региональные бюджеты. Вопрос, связанный с автозимниками и сезонными дорогами, актуален не только в Республике Саха-Якутия, но и для всех регионов, северных регионов нашей страны. На сегодняшний день на устройство и содержание автозимников Якутии протяженностью 10 900 километров выделяется всего лишь 30% средств от необходимого норматива. Кроме этого, в настоящее время одним из проблем переобоснования затрат на устройство и содержание автомобильных дорог сезонного действия является отсутствие элементных сметных норм на работу по устройству и содержанию сезонных автомобильных дорог. Ранее нормативы затрат на указанные виды работ были предоставлены в приложении номер 7 ВСН 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР». Указанный документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием приказа Минтранса России от 11 марта 2021 года, номером 68. Помимо этого, как отметил наш министр, мы будем продолжать работу по обустройству пунктов обогрева, улучшение материально-технической базы предприятия, по работе круглогодичных и сезонных автомобильных дорог с продленным действием эксплуатации, по принятию муниципальных автозимников с районов северных, и по обеспечению техосмотра транспортных средств в арктических и северных районах нашей республики. У меня вкратце все. Спасибо, Сергей Афанасьевич. Это хорошо, что вас с подачи Ивана Ивановича в свое время создали. Тем самым вы немножко решили проблему обеспечения северных районов. Сейчас... Да, это большое дело. 248 единиц техники. Это уму непостижимо. За счет бюджета. У меня вопрос такой. Хотя я, в принципе, знаю, но чтобы общественность тоже знала. Ведь сегодня, когда эксплуатируем, обустраиваем, автозимники, до сих пор, и не только в Арктике, и в целом в республике, ждем, пока, естественные морозы,
будут воздействовать через снежный покров на воду, на лед, и с тем расчетом, чтобы достигнуть необходимую для грузоперевозок толщину льда. А ведь у нас есть возможность, это дело ускорить, направление автозимника расчистить предварительно, от снега каждый раз. И таким образом, эта практика есть. Мы в 2013 году в Бараново мы уплотняли снег, когда, была критическая ситуация, по недозавозу, вот 3 луса, индигирской группы. И мы, буквально нормативный срок когда? В конце декабря, в начале января открытие автозимника. А мы в начале января открыли таким образом. Хотя, правда, там малоснежная осень была, но есть возможность сегодня, я вот сколько, лет 15, наверное, ставлю вопрос, чтобы от снега очистить предварительно, снежного покрова, лед, и таким образом ускорить, перевозку грузов, таким образом. В этом плане я слышу, позапрошлом году или в прошлом году, в конце концов, наконец-то, приобрели такую технику в Нижнеколымском УЛУСе. Все-таки, я слышал, это прогрессивное это дело, но от вас я хотел услышать, все-таки это хорошее дело, ускоряет или нет? И вы, когда серьезно будете заниматься этим вопросом, тогда бы мы могли, действие автозимников, по ледовым и снеговым покрытиям увеличить, на 4 месяцев до 5-6 месяцев, чтобы люди знали об этом. Это мы у себя перевариваем, и все время остается нерешенным вопрос. Это же миллиардные суммы для... Да, спасибо за вопрос, Иван Иванович. Как мы все знаем, при вашей поддержке, после 2013 года вообще предприятие было создано, и были очень много моментов именно по раннему открытию автозимников. Для этого предприятие ведется работа по закупу легкой техники, это тракторов на базе трактора МТЗ, вездеходная техника Трекал, и по вашему усмотрению, по вашему предложению был закуп ветродуйки, на базе лодки в Нижнеколымском дорожном участке. В связи с тем, что на сегодняшний день предприятие работает легкой техникой, вездеходной легкой техникой, сроки открытия зимников по сравнению с прошлыми годами почти на 1 месяц. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Продолжайте в таком же духе. Да, сейчас слово имеет председатель комиссии по развитию села и агропромышленного комплекса местному самоуправлению Сергей Августович Сюрский. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, участники совещания. У меня, прежде всего, так как я бывшей своей главой работал главой Арктического УЛУСа, Момского УЛУСа, дороги Арктики как раз первоначальное базирование, офис там, если так сказать, находился в селе Хану. Быть, еще главой Семена Павловича Сукуева. Создавался он. Поэтому сейчас то, что как они наработали, чего они наработали, все это, как говорится, прошло на наших глазах. Сейчас окрепло, я вижу, техники было совсем мизер, еле-еле мы ходили, когда я стал головой, мы ходили в дорожную службу, добивались там выделения техники, К-700, там грейдеров и так далее. Тогда агентство было. Я наверное, Я в 2014 году. Да, поэтому я и говорю. Поэтому агентство, может быть, тогда, были как его, Шишигин, да, и кто там, еще многие, которые помогали по материально-техническому обеспечению вновь созданного предприятия дороги Индигирки. Дороги Индигирки было, да, точно название, да. Поэтому, конечно, здесь было много проблем, в том числе и такие, которые сейчас мы говорим,
вот мы сейчас задавали вопрос этому министру, да, Владимиру Михайловичу, что то, что вот имеются вот такие случаи, когда дорожные службы или опаздывают, или задерживаются, и люди вынуждены сами пробивать эти дороги, а потом уже, как говорится, они дальше эксплуатируются дорожными службами, и они, вот, как говорится, победителями выходят они. Вот. Ну, а вот те, которые вот, занимались этим делом, ну, это вынужденно, они, как говорится, остаются в стороне. Вот, ну, это к слову. Так, ну, конечно же, я хотел бы сказать немножко по автодорогам. Вот, мы в тот раз, когда мы как-то собирались осенью, или в прошлом году, по вопросу вот, тоже северного завоза и по транспорту. И вот, да, мы вот, конечно, я вот вносил предложение, чтобы начать работы по проектированию дорог в меридиональном направлении, то есть с юга на север, чтобы дороги, как говорится, отходили от федеральных трасс, Колыма, Вилюй и так далее, в северном направлении, ну, наверное, вдоль вот речных русел, вот, речных, как говорится, транспортных путей, да. Поэтому сейчас я очень, конечно, доволен, что эти вопросы находят поддержку и вот в дорожной службе, и вот министра транспорта, то, что они должны сейчас, вот, наверное, конечно, тоже иметь, дороги должны иметь, вот Александр Андреевич правильно говорит, не только широтное простирание дороги должны иметь, но и вот сейчас актуально то, что вот они должны быть уже захватывать и северные лусы от побережья до побережья Северного Ледовитого океана. Вот. Поэтому мы в этом плане должны сейчас уже начать, наверное, проектные. Вот правильно там да, написано, что научными учреждениями заключать договора на проектирование этих дорог постоянной эксплуатации, чтобы круглогодичного действия. Поэтому мы, то, что вот сейчас у нас будет вот, резолюция, да, решение, туда, наверное, надо включить, вот немножко я подредактировал, так, разместить государственный заказ научным организациям для разработки проекта дорог в меридиональном направлении на севере и их строительства. Вот тут надо словами немножко переставить, и это будет правильно. И не только это, по обустройству. Да, обустройство, да, конечно. Все это надо, конечно, включить. Да. И второе, ну вот по поводу авиатранспорта. Вот в свое время у нас вот в Момском районе была своя авиакомпания с одним воздушным судном. Ан-2 вначале было. Да, а потом мы его, как говорится, добились, чтобы нам, ну, когда добились, чтобы нам выделили Ан-3. Конечно, это было связано с большими, как говорится, усилиями со стороны администрации УЛУСа, вот, но, тем не менее, Ан-3 очень добросовестно отработал. Вот, ну, бытность мою главой, а он очень добросовестно работал. Вот сейчас предложение Афанасия Николаевича говорит, что он 7 воздушных суден будет достаточно. Вот. Я считаю, что этого далеко недостаточно, потому что одно воздушное судно, которое было в постоянном базировании в Момском УЛУСе, оно очень тоже затруднительно даже обеспечить внутри улусные момские перевозки. Когда вот 2 раза в неделю мы должны были летать в Улахан-Чистай, в Тебелях, самые отдаленные наши наслега, ближайшие мы даже не говорим об этом. Вот в этом плане, да, было то, что вот, если сейчас будем мы отвлекать их на другие районы, улусы, тогда это будет вообще там катавасия, ну, не разберетесь. Поэтому, я думаю, в каждом улусе должны быть свои, вот, хотя бы вот арктических улусов, которые вот имеют отдаленные авиаплощадки, которые не обеспечены другими транспортными средствами. Вот. Ну и по водному транспорту у меня тоже пару слов. Вот. В тот раз тоже мы, когда говорили об этом, по Белогорскому речному порту,
нас очень так шапкозакидательски успокоили, что мало, как говорится, мелкосидящие воздушные суда, они, с ними проблем нету. Вот. Я считаю, что все они уже сейчас вышли, сроки эксплуатации уже за, как говорится, за пределы разумного. Поэтому сейчас должны мы тоже выделять средства, наверное, чтобы закупать. Ну, конечно, вот пока у нас вот Шатайский судоремонтный завод выйдет на проектную мощность, это должно пройти тоже время какое-то. Поэтому надо вот закладывать средства, чтобы закупать, наверное, мелкосидящие воздушные суда. Особенно вот для судоходства. Вот по Момскому Лусу, своему Лусу я говорю, там у нас река условно судоходная, мелкие, там только мелкосидящие судна ходят. Вот таким образом. Спасибо. Ну, у меня будет очень коротко, потому что все корифеи выступили, и после корифеев, конечно, сильно повторяться по этому вопросам не буду. Ага. Вот здесь у меня просто, я хочу начинать вот опять же по завозу, да? По завозу, значит, навигацию. Значит, вот по данным ОБЖ запланировано нынче вот навигацию 1289 тысяч тонн ГСМ и топлива. Из них Арктика 300 тысяч тонн, Зимник всего 725 тысяч тонн. Вот здесь, значит, наши вот ресурсоснабжающие организации, как вы знаете, значит, несут очень большие расходы на доставку, на закупки топливоэнергетических ресурсов на севера. Потому что это все заемные средства. И вот это заемные средства все ложатся на финансово-экономическое состояние предприятия. На наше вот население ложатся. Население платит это все в килокалориях, тепла и электроэнергии, вот тарифах. Вот в целях этого я вот все время хочу, чтобы она была везде у нас прописана, везде была прописана, во всех наших выступлениях, чтобы как-то пробить это дело. Потому что мы очень близки к этому решению, потому что сама правительство Российской Федерации вот в своем постановлении о развитии Арктики очень хорошо прописала, чтобы мы туда давали предложения труднодоступные, отдаленные улусы, значит, финансировать этот вопрос, да? Это прописано. Прямо туда надо вот как-то это дело пробить. Я думаю, мы очень близки к решению, потому что Россия сама этот вопрос подняла, и нам надо и Минэкономики, наверное, скорее всего, правительству наше, вот этот вопрос еще раз поднять. Я все время этот вопрос поднимал и дошел до Силуанова. Там тоже хорошие визы получили, как будто это должно быть решено, но это было 2-3 года тому назад, и она там застряла. Вот сейчас в связи с принятием этого нового постановления и, значит, вообще стратегия развития Арктики, вот этот вопрос приподнять надо. Приподнять и толкать, потому что если мы это корень наш, корень всего. Если мы этот вопрос протолкаем и решим, то решится очень много вопросов. И по населению, и по снабжению. Ну, а Северный морской путь, я не знаю, когда будет работать. Хотел бы я вас спросить, когда она будет работать-то? У нас 2 северных морских пути. Москва знает. Ну, который нас снабжает, который текстиль. Который текстиль. Который северно-морской, который нас путь снабжает, там речники сейчас плавают. Вот. А для такого плавания морских судов вдоль берега сегодня практически нет. Да, когда наше морское пароходство мы уничтожили. Да. Так, сейчас слово имеет Клепичин Аркадий Эдуардович, ветеран малой авиации. Так. Спасибо большое всем. Ну, конечно, представители Нижнеколымского района. Во-первых, хочу всех мужчин поздравить с наступающим мужским праздником, настоящих мужчин 23 февраля. Ну, начну всю основную, допустим, информацию, которую я хотел предоставить, вот услышал от Аксакалов. Еще раз повторюсь. Хочу добавить свое мнение по всему этому происходящему. В 2023 году Республика Саха-Якутия планирует завозить весь объем продовольственных грузов в арктические районы через Северный морской путь.
Вот, допустим, в прошлом году судно Якут-Апторга ушло на зимовку в поселок Вознесение Ленинградской области. Соответственно, он в августе месяце вернется уже с продовольствием. Это же очень хорошо. Уже, можно сказать, да, начинается уже этап развития Северного морского пути. Уже это можно назвать. Сейчас за развитием Северного морского пути занимается Росатом. Вы все об этом знаете. Как вообще наша республика может загрузить Северный морской порт? В смысле, Северный морской путь. Да, Северный морской путь. Ну, допустим, начну с того, что согласно реестра морских портов Российской Федерации в Республике Саха-Якутия имеется только один морской порт. Вы все об этом знаете, это Тикси. До 2011 года у нас было морских портов 2. Это, он назывался Арктический морской грузовой порт Зеленый мыс. И потом вторым был это морской порт Тикси. В 2011 году речной порт, морской порт Зеленый мыс передали в Тикси. Согласно статистическим данным, даже и сейчас и до сих пор по грузопотоку Зеленый мыс, у него намного больше грузопотока, чем Зеленый мыс. Это фактически это точные данные. Да, чем Тикси. Да. Ну, допустим, Тикси является бюджетным портом, а Зеленый мыс – коммерческим. Допустим, для чего изначально предназначен Зеленый мыс был? В 1960 году он был, начало постройки, был инициатором Чукотка. Это для удобства завоза груза в золотоносные месторождения. Это север, восток, золото. И это все в интернете, вот вся эта информация есть. Допустим, все мы знаем, что морские порты работают от навигации до навигации. Когда функционировал морской порт Зеленый мыс, у них навигация, арктическая навигация, допустим, начиналась с июля. Сейчас, на данный момент, допустим, навигация морская с 1 августа начинается. С 1 августа. Речная навигация с 10 июня. Конечно же, вот эти сроки навигации, они уже отодвигаются. Это, конечно же, влияет на грузопоток. Потом, сейчас, на данный момент, даже став речным портом Зеленый мыс, он ничего не потерял. Те же экономические, допустим, экономика у него, он не в минусах. Грузопоток точно такой же. И, соответственно, даже, вот, допустим, в чем измеряется, допустим, производительность? Вот они сейчас на Зеленом мысе, они, допустим, тот же 20-тонный контейнер, они, допустим, выгружают с теплохода за 4 минуты. Это очень хороший показатель. Потому что раньше, как это было, да, ручным способом, в поддон, потом с поддона все это грузили. Соответственно, сейчас, на данный момент, Зеленый мыс, он, можно сказать, нелегально, он можно считать его как морской порт. Соответственно, сейчас надо ввести работу, чтобы как-то начать работу, чтобы он попал в федеральную программу развития, да, соответственно, чтобы его включили в перечень реестра морских портов. Да, ну и конечно же, автодороги.
Вот, допустим, очень мечтают, допустим, в Нижнекамском районе построить круглогодичную дорогу. Для этого есть, допустим, есть у него там плюсы и минусы. Плюс в чем? Плюс это для транспортной компании, которая будет перевозить эти груза. Это для них очень большой плюс. Потом круглогодичная дорога повлияет на обратный груз. Соответственно, теплоход, прибыв, допустим, в этот Зеленый мыс, его можно будет загрузить рудой, чтобы он, можно сказать, порожняком пустым, чтобы не шел обратно. Это нормально. Но, с одной стороны, круглогодичная дорога, есть один минус. Это люди теряют работу. Вот, допустим, за навигацию они, допустим, тот груз через круглогодичную дорогу все получают, и этот груз поступает, да. И, соответственно, местный народ, допустим, что они будут делать зимой? Ничего, работы нету. Соответственно, автозимник, допустим, зимой, когда, допустим, работает для людей, это, допустим, работа, деньги, кормить семью. Это очень хорошо. Сейчас малую авиацию, еще закончу, пару слов и все. Малую авиацию. Почему-то, я смотрю через интернет и средства массовой информации, очень заинтересованы в развитии малой авиации частники, частные лица. Меня это как-то очень тревожит. У нас есть один единый оператор, это полярные авиалинии. И я поддерживаю, допустим, чтобы, допустим, государство всегда, допустим, поддерживало малую авиацию именно авиакомпанию «Полярные авиалинии». Вот, допустим, я вам приведу статистические данные, которые были, допустим, в прошлом году, позапрошлом году. Были скрытые моменты, когда частники, допустим, скрывали вот эти авиационные инциденты, были катастрофы участников. Соответственно, это вообще очень влияет на безопасность полетов. И на данный момент авиакомпания «Полярные авиалинии» может полностью решить эту проблему. Все, я кратко очень. Все, спасибо большое. Спасибо, что очень патриотично работаете, Аркадий Эдуардович. Вот у нас по вопросам транспорта последние полгода, во всяком случае, 2022 года, совсем буквально недавно проводилось очень много различного уровня мероприятий, начиная от федеральных конференций и региональных конференций. Таким образом, совершенно недавно, 8 января, наш институт водного транспорта провел такую обширную конференцию, и у них есть соответствующие конкретные предложения. Так что мы попросим их проинформировать, Ярослава Михайловича Стрека, директора данного института. Пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемая Августа Дмитриевна, участники заседания. Да, действительно, не так давно в стенах Якутского института водного транспорта прошел круглый стол в рамках проведения Дня российской науки 8 февраля 2023 года. На круглом столе обсуждались вопросы, связанные так или иначе с развитием транспортной инфраструктуры Якутии, и приняли участие на нашей площадке представители научных и производственных организаций, деятельность которой так или иначе связана с транспортной отраслью. В ходе круглого стола обсуждались проблемы геотехнического мониторинга межгрунтовых условий инженерных сооружений, проблемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры города Якутска, направление развития железнодорожного и водного транспорта, вопросы совершенствования их инфраструктуры. На территории Республики Саха-Якутия сформировано 5 пространственных форм транспортной обеспеченности. Мы многое слышали уже сегодня в докладах и Владимира Михайловича, важные и конкретные мероприятия Александр Андреевич очень подробно изложил по особенностям эксплуатации отдельных участков этих районов. По расчетам
российских ученых основной объем транспортной работы на территории приходится на автомобильный транспорт, порядка 40%. Речной транспорт показатели свои снизил, передав свои объемы грузоперевозок железнодорожному транспорту. На воздушный транспорт приходится сейчас менее 1%, причем преимущество пассажирские авиаперевозки. Географическое положение города Якутска исторически предопределяло его как форпост освоения русскими первопроходцами северо-восточных и дальневосточных территорий России и Аляски. Происходящие за последний год исторические процессы во многом изменили традиционно сложившиеся взгляды на развитие транспортных логистических схем. Создание высоконадежных и экономически выгодных транспортных коридоров через арктические районы с выходом на Азиатско-Тихоокеанский регион – единственно правильный путь дальнейшего существования и развития нашей страны. Вектор направления развития транспортной системы республики определен в ряде стратегических документов, утвержденных правительствами Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Строительство и ввод в действие железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан, о котором говорил в своем докладе Владимир Михайлович, обеспечит кратчайший стратегически безопасный путь до Тихоокеанского побережья. В рамках стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия в ближайшие 15 лет предусмотрено 50% увеличение груза и пассажироперевозок внутренним водным транспортом по рекам Ленского бассейна. Строительство крупных мостовых переходов через реки Лена, Вилю и Алдан позволит наладить круглогодичное сообщение по федеральным автомобильным дорогам Вилю, Лена, Колыма с выходом на Тихоокеанское побережье России в районе Магадана. Реконструкция аэропортовых комплексов по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры дает возможность увеличить авиационную подвижность населения. Руководство нашей страны приоритетной задачей ставит комплексное развитие всей транспортной инфраструктуры в кратчайшие сроки. И реализация этих планов, безусловно, невозможна без развития кадрового потенциала и подготовки кадров, на мой взгляд, преимущество в тех районах, в которых они проживают и в дальнейшем закрепятся и будут работать. Подготовка кадров должна осуществляться на территории с учетом особенностей региона. При реализации проектов на территории Якутии обязательно должно быть научное сопровождение организациями, специализирующихся в изучении криолитозоны и поведения материалов в условиях низких температур, в вопросах строительства инженерных объектов, в зонах расположения вечной мерзлоты. Поэтому для проведения научных исследований, научного сопровождения проектов прерогатива должна предоставляться научным организациям именно республики. Наш институт, понимая важность решений правительства Российской Федерации, части развития транспортной инфраструктуры страны, готовит не только кадры по водным направлениям. Так у нас ведется подготовка по программам образования направления подготовки строительства, электроэнергетика, электротехника и технология транспортных процессов. Все эти направления подготовки, безусловно, максимально четко определяют вопросы, поставленные в сегодняшнем повестке заседания и в том числе развитие транспортной инфраструктуры. Кроме этого, в Якутском институте водного транспорта готовится к лицензированию одна специальность и одно направление подготовки информационной системы и технологии и эксплуатации судового электрооборудования. Также меня видно? Приглашаю участников нашей встречи для участия в конференции, проводимой ежегодно в Якутском институте водного транспорта, которая состоится 21 апреля 2023 года. Такой доклад постарался уложиться в регламент. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, у нас Якутопторг есть на линии, да? На связи? Якутопторг ушел, он был? Здесь, да. Будьте добры, ответьте только, пожалуйста, на вопросы Вена-Батантайского района. Скорее всего, такое предложение. Меня зовут Сардан Ивановна Сафронова. Я являюсь председателем общественного совета Вена-Батантайского ЛУСа. Работаю в социальной сфере в школе, в детском саду заведующей.
И у нас проблема с питанием, вот именно арктических улусов. Мы как делаем? Пока есть автозимник, мы как-то выходим из ситуации, да, там продукты дешевеют, и мы как-то вот закупаемся, у нас такие, ну, несем такие нормальные расходы. Как только закрывается, мы не можем обеспечить наших детей свежими фруктами, овощами и вот этим продуктами, которые вот скоро портящимися, кисломолочной продукцией и так далее. И проблема в том, что транспортировка уже авиатранспортом этих продуктов влетает на копеечку. У нас и так как бы республика не выделяет ни 1 рубля на транспортные расходы, да, вот для питания, как бы, да, перевозки или транспортировки, как правильно сказать. И расходы несет муниципалитет. Ну и там сумма, естественно, такая вот. И ну, я вот сейчас врать не буду, у меня нету с собой как бы этих цифр, но я помню, это 30 тысяч, по-моему, где-то в год. А 1 килограмм авиатранспорта товара стоит 300 рублей почти. Это 100 килограмм на год. И посчитайте сами, у нас 160 детей в садике, да, и мы должны их кормить, с нас требует. Прокуратура требует, Министерство образования требует, Роспотреб, все требует, вы детей должны кормить витаминами, там, свежими продуктами и так далее. И у меня вот предложение, да. У нас надежда на вот строительство торгово-логистического центра в нашем районе. Вся надежда на этом. Тогда, как обещали, у нас будет круглогодичная вот эта доставка этих товаров, продуктов, вернее. Батагая лыта, да. И у меня предложение, чтобы вот этот вопрос, это проблема, наверное, не только Ивана Батантая, это, наверное, всех арктических улусов, чтобы как-то субсидировать отдельных индивидуальных предпринимателей, которые вот обеспечивают питанием дошкольников, там, школьников. Это очень, на самом деле, большая проблема. И никто не хочет с нами работать, потому что, как бы, ну, мы невыгодные вот потребители. Я предложение, у меня вопрос, вот, у меня вопрос вообще, вот, именно, чтобы обратили внимание на обеспечение вот этими, на обеспечение питанием, да, вот полноценное питание арктических улусов, дошкольников и школьников. Вот как-то найти... Если создать транспортно-логистический центр, вот это, да, решается вопрос. Но это когда будет, не знаю, в 20 каком-то году? Что вы на это скажете, пожалуйста? Смотрите, вот сейчас на данный момент ведется строительство торгово-логистических центров в 12 районах, планируется, да. На сегодняшний день мы построили торгово-логистический центр в Белой горе и в Усть-Куйге. В этом году планируем ввести Черский, Зырянка, Среднеколымск, Жиганский и Тикси. Получается, в Ивана Батантае у нас по плану стоит 25-й год. 25 год. Недавно было значит, сообщение, что глава поручил разработать методику или как там, чтобы субсидировать транспортные перевозки вот, в арктические области. Грузовые, да? Да, грузовые. Транспортные. Да? Вы, так, Евгений Валерьевич. 25 года. Евгений Валерьевич, у вас есть? Да, я по поводу финансирования транспортных расходов хотел бы сказать. Вот смотрите, вот у нас транспортное финансирование именно в рамках субсидий происходит, ну, порядка таки давно, но вот при измененной схеме финансирования 2016 года эта сумма не менялась. Вот только благодаря нашей измененной схеме завоза, где мы основной упор на навигацию и используем собственный транспорт, нам удалось в рамках действующих субсидий довести от 6 до 10 тысяч тонн увеличили. Также, так как у нас субсидии не увеличатся, нам приходится ежегодно просить дополнительное финансирование как раз на авиарейсы. Тем самым мы, благодаря тому, что вот при поддержке правительства нам удалось охватить с 19 до 40 населенных труднодоступных пунктов. Это получается с 34 тонн мы завозим сейчас до 123 тонн примерно.
Но это все в рамках действующих субсидий. Каков порядок субсидирования транспортникам? Только вашего предприятия транспортникам или частники тоже могут? Нет, это получается, мы участвуем в отборе и, соответственно, после результата отбора получаем. Да, и понятно. Все, спасибо, Евгений Валерьевич, спасибо. Надо иметь в виду, что ТМЦ – это организация перевозки, а дешевые товары и полнота товара – это деньги, которые должны дать из бюджета. Так, ну и у нас в завершение, вот есть специализированное министерство по делам Арктики. Михаил Александрович, скажите, пожалуйста, как вот вы смотрите на этот вопрос по транспортной инфраструктуре, как он у вас рассматривается? Добрый день. Добрый день, уважаемый Иван Иванович, уважаемая Августа Дмитриевна, уважаемые члены Общественной палаты, коллеги. Всех приветствую и благодарю Общественную палату за организацию этого совещания, потому что вопросы транспорта, как вначале Иван Иванович сказал, они, наверное, являются самыми главными проблемными вопросами развития нашей Арктики. Потому что без связанности территории о социально-экономическом развитии арктической зоны нам очень трудно говорить. В первую очередь здесь касается задача по транспортному обеспечению в целях самообеспечения населения арктических районов. Но, как уже было также некоторыми участниками сказано, кроме этого имеется у нас задача вообще стратегического развития арктической зоны. То есть здесь речь идет об экономическом развитии, да? Развитии в том числе промышленности, освоения минерально-сырьевой базы арктических районов. И для этого также перед транспортным комплексом республики стоят большие задачи. Я бы хотел напомнить, что все целевые задачи, стратегические цели и задачи по развитию транспорта у нас отражены в стратегии развития арктической зоны Республики Саха-Якутия до 2035 года. Вот Иван Иванович, Августа Дмитриевна, многие из вас являлись прямыми участниками разработки этой стратегии. То есть там все цели и задачи, они обозначены. То есть это то, к чему мы должны стремиться. Сегодня мы отслеживаем, работаем со всеми отраслевыми министерствами, отслеживаем выполнение стратегии развития и плана основных мероприятий по реализации этой стратегии. Мы видим, что, конечно же, на данный момент ввиду недостаточности финансирования у нас многие вопросы немного подвисают, не решаются, но в части транспорта особенно, да, и здесь, конечно, вот сегодня я бы хотел всех поблагодарить, кто выступал, кто ставил свои вопросы, вносил предложения по улучшению транспортной инфраструктуры в Арктике. Действительно, у нас, как уже было сказано, и схема завоза меняется, да, реформируется. Вот наше министерство в первую очередь сейчас занимается вопросами северного завоза. Я вот хотел бы также поблагодарить Александра Андреевича за его, как всегда, концептуальные предложения и взгляды по развитию северного завоза и его проблемам. Сейчас, как вы знаете, в Госдуме в ближайшей сессии будет рассмотрен законопроект федерального закона о северном завозе. Вот. Ну и мы с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики отрабатываем уже по подготовке подзаконных актов, порядков там и так далее. Да? То есть там тоже у нас очень много вопросов, как говорится, как всегда часто бывает, дьявол кроется в деталях. Да? И вот то, что сказал Александр Андреевич, мы тоже разделяем его озабоченности по поводу многих моментов, которые очень запутаны. Вот. И таких однозначных ответов пока мы тоже получить не можем. Вот. Я бы хотел, коротко, да, сейчас времени регламента немного, поэтому в части развития транспортной инфраструктуры мы рассмотрели практически все виды транспорта, это и речной, и морской транспорт. По Севморпути, как уже было также отмечено, в прошлом году мы впервые с советских времен совершили, вот Якутопторг совершил рейс до Зеленого мыса в Черский, доставил продукты судном СТК. И, в принципе, мы можем говорить уже сейчас Северный морской путь
есть возможность для его расширения, для его использования. У нас 300 тысяч примерно тонн грузов через Северный морской путь доставляется. В основном это топливно-энергетические ресурсы. Вот, по речным, то, что предложил Аркадий Эдуардович, тоже поддерживаем в части развития инфраструктуры портов. Это Кикси и Зеленый мыс. Мы эти предложения тоже вносим в рамках дальневосточной концессии, чтобы была возможность модернизировать эти два порта. Ну и вы знаете, сейчас идут обсуждения и работа в правительстве по строительству глубоководного порта в Найбе, которое связано с освоением золоторудного месторождения Кючус, в первую очередь в Устьянском районе, но и также месторождение рудного серебра Прогноз в Верхоянском Улусе. Ну и рядом все месторождения, которые в данном бассейне находятся, также тяготеют вот к этому. Но здесь главная задача – это создание энергетической инфраструктуры, строительство атомной станции малой мощности в Усть-Куйге. Вот, поэтому нагрузка на транспортный комплекс, она будет только возрастать. Здесь необходимо расширять мощности развития транспорта, новые дороги. Все, да? Все, да, Михаил Александрович? Отключился? Отключился, однако. Ага. Ну, дорогие товарищи, вот, в принципе, по всем этим направлениям мы как-то коснулись в общих чертах. Железнодорожный транспорт специально не трогали, потому что там четко, ясная перспектива о том, что он идет и выделяются средства на строительство уже в сторону Магадана, да? Это четко. Это очень стабильный коллектив. Я вам как землячка говорю, да, который работает не только в экономике, но работает и в социальных планах очень сильно. Теперь, поскольку у нас очень сильное внимание последние 3 года уделяется развитию арктической зоны Российской Федерации, да, и, как вы знаете, роль общественности достаточно велика, мы это судим с вами по организации на сегодняшний день Северного завоза. Если бы эта проблема 5 лет назад не была бы поднята, наверное, да, и не было бы сегодня организации, которая закупает, правильно, да, которая начала использовать уже Севморпуть, и сегодня впервые пришли северным путем у нас груза в сторону Якутии. То есть эти вопросы обязательно надо ставить. И ставить это, и делать все в комплексе, не отдельно. Вот беда в том, у нас 30 лет прошла, о том, что все шло в отраслевом плане. Предприятие само по себе, значит, там что-то делает, одна отрасль что-то сама делает, а вот комплексного подхода в принципе не было. Вот совершенно правильно ставить сегодня вопросы Аркадий Эдуардович по развитию Северо-Востока. Потому что без транспорта развитие северо-восточной части не только нашей, но и Магаданской области, Чукотки, в принципе, быть не может, да? Вот. И второе. Значит, очень интересно предложение Александра Андреевича. Я считаю, что его предложения, они касаются в основном муниципалитетов, что они должны это использовать в своей работе и смотреть у себя транспорт, а не заниматься только образованием, культурой, значит, и медициной. А должны комплексно смотреть. И третье, на что бы я хотела просить, чтобы наши транспортные предприятия, да, все, делали постоянную информацию, как это делают железные дороги. Они регулярно информируют, что они сделали, что они планируют делать и как они это делают. Поэтому если вот такая широкая информация пройдет от наших предприятий транспорта, население будет знать, к чему готовиться и ждать. И еще один вопрос. Почему я считаю, мы акцентировались на этом. Но несмотря на ОСВ, несмотря на то, что наш глава России сказал, ничего не делайте, да, а только занимайтесь помощью и занимайтесь специальной военной операцией, но нам жить-то дальше, и без развития мы с вами жить все равно не сможем. И осваивать север кому-то все равно надо, да? Поэтому с этих позиций, я думаю, вот такие рабочие разговоры, они достаточно полезны. Вот. И последнее. Мы всем разослали проекты решений. Проекты. Конечно, они очень... Сырые. Не то, что сырые, они сегодня существенно дополнились.
Да? Все выступающие существенно дополнили. И я просила бы вас всех, кто вот выступал, письменно направить сюда на электронную почту сформулированные предложения, которые они высказали. Потому что вот так вот на слух очень трудно записывать. Мы дополним все это, и мы направляем это не только для себя. Вот общественная палата почему рассматривает? Потому что в большей степени мы с вами зависим от федеральных структур, особенно Арктика. Понимаете, в чем дело, да? Поэтому то, что мы здесь говорим, мы это посылаем в первую очередь в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минтранс Российской Федерации. Согласны, да? Вот. Мы посылаем депутатам наших депутатам Совета Федерации, чтобы они тоже будировали эти проблемы. Посылаем в правительство, где они, в общем-то, учитывают. И Госсобрание, да. Согласны? Да. Ну, так за основу можно утвердить, да? И дополняем. Пожалуйста, посылайте. Так, Спасибо вам. Я завершаю, да? Иван Иванович завершает. Открыл, завершаю. Ну да. Начинает и завершает. Уважаемые участники сегодняшнего очень нужного для развития Арктики и Севера. Вот я думаю, значит, очень хороший разговор сегодня состоялся по всем направлениям. И я чувствую, что здесь собрались люди, действительно душой и сердцем болеющие за развитие Арктики. Ну вот сегодня, я не знаю, значит, и то ли сознательно, то ли как, значит, в общем-то, практически, кроме выступления Михаила Александровича и Сергея Егоровича Анисимова, ни один человек, значит, о нашем главном политическом документе развития, значит, Арктики не упомянул. Я имею в виду, вот сколько мы 3 с лишним года воевали, значит, Августой Дмитриевны практически одни из северян, скажем так, за то, чтобы реальный, более-менее близкий к жизни документ родился. Я имею в виду стратегию развития. Ни один человек сегодня не говорит. Поэтому я, в принципе, думаю, вот, значит, прямо в указе от 14 августа 2020 года, ну, там определили вторым пунктом, первое, утвердить, второе, значит, координатором исполнения стратегии определить Министерство по развитию Арктики, но это и есть сегодня, и третьим пунктом поручено в 3-месячный срок обеспечить внесение на утверждение правительства республики единого плана мероприятий по реализации стратегии. Вот это вот документ родился, правда, как без лупы не прочитаешь ничего. Это невозможно. Такой мелкий шрифт, как будто, значит, в магазинах, значит, где инструкции пишутся, значит, вот, в продуктах питания. Вот, и самое главное, здесь рекомендуется муниципальным образованием. Уважаемые мои коллеги, бывшие вот, главы администрации Арктического улусов, обратите внимание на, значит, свои проблемы для, значит, улучшения жизни своих же, значит, улусов. И вот здесь пишется муниципальным образованием рекомендовать входящим в состав Арктической и зонной республики, у нас их 13, перевести в соответствии с настоящим указом стратегии социально-экономического развития муниципальных образований. То есть, значит, свои стратегии привести, свои планы. Я не совсем уверен, что многие администрации этот пункт исполнили. Не думаю, что вот этот 4-й пункт будет, значит, главой администрации, вернее, значит, республики забыт, когда-нибудь спросит с вас. Но это не в том дело, чтобы спросить, не спросить, а для того, чтобы, значит, реализовать вот этот политический документ в жизни. Самое главное в этом заключается. И все то, что мы сегодня здесь говорили, значит, вот в этом документе и все имеется. Мы вот Августой Дмитриевны здесь в Общественной палате
не только, значит, вот это вот заседание проводим по проблемам Арктики, значит, вот со многими министерствами общаемся, и иногда вот такое ощущение, что некоторые министерства вообще не знают, что есть такая стратегия. Так вот как-то удручающее так вот настроение у нас вот получается. И в этом плане Михаила Александровича я бы попросил как-то, ну что ли, я не знаю, как говорить на это, разбудить некоторых министров наших, ключевых министров, которых касается развития всей Арктики в целом. Вот, а так сегодня, еще раз повторяю, очень хороший разговор. Мы вот 10 тулусов из 13 здесь, говорят, значит, присутствует. Вот, вот состоялся хороший разговор. Мы сколько в течение, я здесь сколько, 8 лет, вот такого обширного заседания практически не было. Как же недавно Я имею в виду, нет, Северный завод, да, по транспортному комплексу я говорю. Северный завод отдельно мы и с участием, значит, Высшего совета старейшин рассматривали, тоже очень широко. Вот. Поэтому огромное спасибо всем неравнодушным участникам сегодняшнего заседания. Моему другу Александру Андреевичу, как всегда, значит, очень грамотное и очень такое содержательное выступление. Многое я сам узнал, значит, здесь, значит, и надо, чтобы вот то, что он говорил, значит, как-то определить здесь координаторы исполнения. А то мы чувствуем в разнобой действует, значит, министерство по-своему, значит, так, кто как, значит, может. Поэтому спасибо вам большое, успехов, здоровья. И сегодня в 18 часов, значит, как бы очень внимательно будем, значит, слушать послание нашего президента Совета Федерации. Спасибо. Спасибо вам. Не слышу, плохо слышу. Спасибо всем. Спасибо всем за участие. Думаю, все это как волны разойдется по республике.